Устали много платить, жить без комфорта и оббивать пороги управляющих компаний – это «Справедливая ЖКХ». Телепроект, который работает. Меня зовут Александр Караваев. Смотрите в этой программе. Коммунальный ад. Жители 19-го военного городка живут практически на развалинах. Помогать им не торопится ни управляющая компания, ни Министерство обороны. Платить за капитальный ремонт будут не все. Депутаты Государственной Думы готовят поправки в законопроект, который облегчит жизнь некоторым категориям граждан. Не подъезд, а произведение искусства. Житель Верхней Пышмы решил не дожидаться коммунальщиков и украсил свой подъезд сам. 19-й военный городок многие помнят как Свердловск-19. Строго засекреченный объект, где занимались разработкой и производством биологического оружия, и откуда, по словам многих экспертов, в 1979 году произошла утечка спор сибирской язвы. Напомню, тогда в результате эпидемии погибло 64 человека. Сегодня этот городок вновь в центре внимания, и жители снова опасаются за свою жизнь. Правда, теперь из-за халатности коммунальщика. Дома в городке разваливаются на глазах. Почему управляющая компания не выполняет своих обязательств? Куда ушли деньги на капитальный ремонт, выделенные Министерством обороны? И что хотят сами жители, узнаем из нашего сюжета. Вот она вот идет с потолка, получается здесь через стену спускается и до первого этажа, то есть просто кусок дома он уже треснул. Здесь заклеено. Здесь заклеено, да. В том, что жители 19-го военного городка переживают коммунальный апокалипсис, депутат Дмитрий Ионин убедился лично, когда увидел все своими глазами. Жители не знают, на что им пожаловаться. В их городке куда ни глянь, везде кошмар. Здесь мухи, всякая нечисть, комары и прочее летают. Сырость, вот я астматик. Вот поживите здесь, это ужас. Их дома расходятся по швам, во дворах разруха. Жителям приходится самостоятельно благоустраивать свою территорию. Вот, к примеру, местное изобретение, единственное на весь поселок – скамейка, съемная, чтобы не украли. Дети приходят, мамаши с родителями, приходят, садятся. Больше у нас в городке лавочек нет. И это при том, что за содержание жилья, уверяют жители, они все как один платят исправно. В статье «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования» я ежемесячно плачу 1374 рубля 13 копеек. Мы живем на условиях социального найма, потому что городок военный, и за соцнайм я плачу 383 рубля. 19-й военный город закрыт для посетителей, поэтому его коммунальные проблемы не так заметны на фоне других микрорайонов Екатеринбурга. В городке 48 домов, в них проживает порядка 5000 человек, из них только 80 военные. Все дома принадлежат Министерству обороны и носят статус служебного жилья. Управлением жилым фондом в городке занимается небезызвестная многим управляющая компания «Славянка», причем в единственном числе. А дома разваливаются, это, по их мнению, от недостатка средств. Жители много им задолжали. На сегодняшний день нам денежных средств не хватает в связи с тем, что есть колоссальная задолженность, на сегодня 13 миллионов задолженность по военному городку 19-му. Денежных средств нам хватает только погасить, оплачивать ресурсы, которые на сегодняшний день мы поставляем. То есть не мы поставляем, мы оплачиваем за эти ресурсы, нам ресурсоснабжающая организация предоставляет, слава богу. Да и латать каждый раз дыры в этих домах, по словам представителей «Славянки», не решение проблемы. Им требуется капитальный ремонт, что и планировалось сделать. В прошлом году Министерство обороны выделило 1,5 миллиарда рублей. В распоряжении редакции нашей программы оказалось вот это письмо от руководства 19-го военного городка. Здесь указан номер государственного контракта, сумма и сам текст письма, в котором сказано: необходимо провести полную реконструкцию жилых объектов в городке с отселением жителей. Но так как дополнительного жилья у Министерства обороны нет, дома решено не ремонтировать. А куда тогда делись выделенные деньги, остается загадкой. Длительная переписка жителей с Министерством обороны и «Славянкой» результатов не принесла. Дмитрий Ионин решил подключить тяжелую артиллерию. «Справедливая ЖКХ» организовала сбор подписей на имя коллеги депутата Александра Буркова. И вот о 19-м военном городке уже знает вся страна. Проблемы жителей обсуждают на очередном заседании Государственной Думы. Жители не могут повлиять на ее работу, они не могут даже ее поменять, потому что они ее не выбирали. Самое страшное, они не могут даже поменять место жительства, городок закрытый. И мы по факту с вами имеем новую форму крепостного права 21 века – коммунальное крепостничество.
И кто сегодня крепостные? Это военные пенсионеры, действующие офицеры. Что мы имеем в 19-м городке? Мы имеем протекающие крыши, отсутствие капитального ремонта и ежегодный срыв сроков пуска тепла. Были выделены деньги Министерством обороны в 2013 году. Как эти деньги израсходованы, непонятно. То есть это как минимум не целевое использование средств, а может быть просто расхищение этих бюджетных средств. Я хотела бы, чтобы прокуратура разобралась с этим вопросом, потому что Славянка уже у нее, нарицательное имя у этой организации. Теперь 19-м военным городком займется уже Генеральная прокуратура, а в адрес руководства Министерства обороны будет направлено письмо с требованием отмены у жителей крепостного права. Ведь если управляющая компания «Славянка» не выполняет своих обязательств, а деньги, выделенные на капитальный ремонт, не доходят до адресата, проще открыть военный городок, разрешить людям приватизировать жилье и дать возможность самим выбирать управляющую компанию. К тому же, если городок станет открытым, решить проблему с капитальным ремонтом этих домов и расселением жильцов можно будет уже на месте. А пока мнение нашего справедливого депутата: самое главное, что на сегодня удалось эту тему наконец вытащить на федеральный уровень. Вы видели, что обсуждается на уровне Государственной Думы. А это значит, что как минимум есть надежда на то, что эти 1,5 миллиарда, которые выделялись конкретно этим людям на конкретный ремонт этих домов, а это, между прочим, 30 миллионов на один дом, что эти деньги не пропадут бесследно, и у людей есть шанс получить что-то, чтобы отремонтировать вот то, что мы сегодня видим в 19-м военном городке, вот эту ужасную картину. Но на сегодня это решит проблему только частично. Самое главное, это вопрос открытия военного городка. У нас есть прекрасный пример по соседству, буквально за забором. Это 32-й военный городок, который был открыт в 2006 году, в том числе и усилиями того же депутата Буркова, который помогал в этой проблеме. И на сегодня в этом городке хотя бы у людей есть возможность действительно, приватизировать жилье, есть возможность выбирать управляющую компанию. И я по своему опыту знаю, что там достаточно активные люди, которые заставляют местную управляющую компанию работать в интересах жителей, а не как сегодня происходит в 19-м военном городке, когда за людей решили, кто ими будет управлять, когда решили за людей, как они будут управлять, и фактически на сегодня оставляют их умирать в домах, которые разваливаются. Вот этого можно добиться и того, чтобы эта ситуация кардинально поменялась только открытием городка, и очень важно, чтобы на это обратили внимание федеральные власти и Федеральное Министерство обороны. Далее короткий дайджест последних новостей. Жителей новостроек в скором времени могут освободить от обязательной ежемесячной платы за капитальный ремонт. Такие поправки в жилищный кодекс планируют принять депутаты Государственной Думы. Однако пока неизвестно, на какой срок освободят владельцев новостроек от платежей. Директора Первоуральской управляющей компании «Жилсервис» Елену Казанко осудили на 3 года колонии за выставление двойных счетов. С декабря 2011 по июль 2013 она от имени своей управляющей компании направляла повторные квитанции жильцам. В результате с обманутых жильцов удалось собрать больше 1,5 миллиона рублей. В Екатеринбурге огласили список самых недобросовестных управляющих компаний. Он состоит из 15 организаций. Среди них у ЖКХ Октябрьского района, УК «Интерком», УК «Рэмп» железнодорожного района и другие. Своеобразный рейтинг составляли на основе жалоб свердловчан, поступивших в жилищную инспекцию. Чтобы сделать свою жизнь лучше, не обязательно ждать помощи. Это доказал житель Верхней Пышмы, который решил не дожидаться, когда отремонтируют подъезд, и сам взялся за инструменты и стройматериалы. За 2 года 2 первых этажа в 9-этажке пенсионер Виктор Евдан превратил в произведение искусства. Теперь стены в подъезде украшают мозаика на мотивы русских сказок. Но что самое важное, к примеру Виктора Евдана уже последовали другие жители Верхней Пышмы. Свои шедевры пенсионер из Верхней Пышмы Виктор Евдан начал создавать почти 2 года назад, сразу после того, как заехал в новую квартиру. То, что он увидел в своем подъезде, мужчину не вдохновило. Он взял в руки плитку, инструменты, и на стенах в подъезде начали появляться сказочные персонажи. Персонажи приходят, во-первых, из детских книжек. И так, в общем-то, воображение тоже есть. И хотелось бы видеть вот именно какую-то часть из этих стен, вот так, как мне хочется. Рисовать Виктор Евдан любил с детства, но после школы начались рабочие будни, и на творчество просто не хватало времени. Сейчас мужчина на пенсии, и теперь он успевает воплотить в реальность свои давние идеи. В ход идут самые разные материалы – старая керамическая плитка, ДСП и даже морские камни.
Что я сам собираю, что люди приносят. Не как профнегодность вот этой плитки. То есть приносят, она находит свое применение вот чисто на этих стенках. Посмотреть на такую красоту приходят жильцы со всей округи. Соседи Виктора Евдона следят за творчеством пенсионера. Чтобы полюбоваться красотой, многие даже перестали пользоваться лифтом, предпочитая пройтись по лестнице пешком. Но главное, уверяет Виктор Евдон, это то, что ему стали подражать и другие жители Верхней Пышмы. Года 4 тому здесь была такая картина вокруг нашего дома, но не очень такая приглядная. А сейчас я не хочу сказать, что здесь сюда приходят на экскурсии, вот именно в этот подъезд, но есть еще придомовая территория, то есть глядя на нее, они начинают около своих подъездов наводить порядок. Это стало заметно. Виктор Никонорович показал нам, как своими руками можно делать мир вокруг себя чуть-чуть лучше. И я надеюсь, он станет отличным примером для всех его соседей, для соседей по району, по городу, в конце концов, по всей стране. И все, заразившись его примером, станут делать мир вокруг себя чуть-чуть лучше и чуть-чуть добрее. Вслед за подъездом Виктор Евдон решил преобразить и территорию под окнами. Рядом с 9-этажкой расположился маленький дворик, в котором также живут персонажи сказок. Свои шедевры расположил и на стенах в квартире. Для Виктора Никоноровича важно, чтобы красота окружала и его, и соседей. А поэтому работы у пенсионера еще немало. Впереди еще 7 этажей. Что украсит следующую стену, мужчина уже решил. К нам в приемную звонят не только для того, чтобы рассказать о проблемах, но и сказать спасибо. Нам приятно, это значит, что мы работаем не зря. Очень они нам помогли, значит, открыть специальный счет на дом через регионального оператора. Очень большую работу мы провели, конечно, под их руководством. Большое им спасибо. Такие грамотные специалисты. Все нас проконсультировали. В общем, мы только с ними работаем. Они нам здорово помогают. Иначе не знаешь, где что взять, где у кого что спросить. Не к кому обратиться, не к кому. Если вам есть чем поделиться со зрителями, смело сообщайте мне и моим коллегам. А я напоминаю, что «Справедливая ЖКХ» работала, работает и будет работать, пока вам это нужно. Запишите наши координаты и помните, только вместе мы сделаем ЖКХ справедливым. Меня зовут Александр Караваев. Увидимся в эфире. Пока. Дорогие соседи, открыта бесплатная подписка на Вестник справедливого ЖКХ. Дважды в месяц полезные инструкции, советы юристов, кулинарные рецепты и традиционный сканворд. Оформить подписку вы можете по единому номеру справедливого ЖКХ 2 8 4 7 2. Справедливость в ваших руках.